Похвалений Ісус Христос. Запрошаю всіх деток сюди ближе Иисуса, потому что вижу, вообще нема детей в костеле, да, где дети поделись. Всех деток сюда ближе, будем тоже, Ксен будет с вами разговаривать, я хочу тоже с вами поразговаривать. И привітаємося з Паном Єзусом. Подякуємо за сьогоднішній день, такий пригожий, за сонячний, і за те, що могли встати і прийти на зустрічу з ним. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I jak, деточки, jak wasze sprawy? Выспалися сегодня? Выспалися, молодцы. А где вы ездили, куда? Який лагерь, чи все время дома? Молодечно. Вот. И кто еще, может, из вас куда-то ездил в лагерь какой-то школьный, ходил? Кто-нибудь ходил в какие-то лагеря? Нет, никто не ходил. Ну ничего, хорошо можно отдыхать и дома, правда? Ходить, гулять, поспать себе. Сегодня будет Евангелие о том, чтобы мы выбирали себе ценности, такие важные ценности, не собирали каких-то материальные блага, только чтобы искали то, что более ценно, то, что ценно для нашей души. А вот как вы думаете, какие могут быть такие материальные ценности у человека? Кто может ответить? Какие могут быть материальные ценности у людей? Ну, что может быть? Что может богатством, а друг по-другому богатством у людей может быть что? Кто может знать? Ну, наверное, какие-то там деньги, да, богатство, деньги, там золото, серебро, ну, не знаю, драгоценные камни, может, богатство может быть тоже к чему привязывается, допустим, какой-то компьютер и так далее. Вот, телефончик, может быть, то, что человек привязывает свое сердце к чему-то, что не является Богом, что не является таким ценным. Кроме Бога, конечно, у нас есть ценности. Это что? Какие ценности могут быть духовные у нас? Наверное, доброта. Что еще может за ценность быть? Родители. Да, родители, семья, правильно. Вот. Доброта, служение другим людям. А бывает, человек входит только в себя, в свое богатство и забывает обо всем. И это да, плохо. Если, как вы думаете, богатому человеку это нельзя быть богатому или что? Или можно все-таки людям быть богатыми? Но какое условие с этим богатством? Или богатство это вообще все плохо? Как вы думаете? Ну, я думаю, тоже, если человек богатый, то он должен что? Поделиться этим богатством. Если видит бедного человека, чтобы отдать часть богатства и не собирать все время, собирать себе, чтобы больше было. Поэтому очень важно, чтобы мы были такими людьми добрыми, даже если богатство само в себе не является плохим, только чтобы я умел этим богатством поделиться с другими. И тогда Господь Бог будет мне благословлять. Да? Теперь подумаем, детки, за кого мы будем молиться во время этой мши святой, да, кому будем вспоминать, может, близких, родственников наших, друзей, и будем молиться на мши святой, просить Иисуса о благословении. Так само вот тут будут песни, будем стараться смотреть на таблицу, чтобы эти песни петь, так как мы будем 2 раза молиться, когда поем. Хорошо, детки? Добре, хорошо.
с вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на 18-й неділі звичайної. Сьогоднішнє Євангеліє ми почуємо об тим, як чоловік, який назбирав вельми шмат збожа, у своєму серці розважає так: ти назбирав за своє життя вельми шмат, тепер їж, пий і відпочивай. На що Бог каже: нерозумний, і що этой ночью я пожадаю твою душу. Дорогі брати і сестри, вельми важне питання, що ми збираємо у своєму житті. Что мы збираем и с чем придем позднее до Пана Бога? Сегодня будем в указаниях это разважать. Что мы збираем на своем житті и позднее с чем станем перед Богом? Ті з этими речами материальными, ті з нашим щирим серцем. Спочатку Святої Мши проставимо перед доброму Богу наші інтенції, просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. І я ахвяру, это на святейшую ахвяру, об здоровье, Божьем благословенстве, опеки на святейшей Панны Марии, для Ольги Вахтер, просячи доброго Бога, о потребных ласках для її на кожний день. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Повідаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занедбанням. Моя вина, вельми великая вина. Прошу Найсвятейшую, всюди Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Христе,
Отрымливай, Пане, Твоих верных, и дари вечной доброней Ты, кто признает Тебе Створителем и Пана, обнови даденное им житье и заховай обновленное. Проспаны нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодарит у едности Духа Святого, Бог раз все веки вечные. Читання книги Еклезіаста. Марнасць марнасцяў, кажа Эклезіаст, марнасць марнасцяў і ўсё марнасць. Бывае, што чалавек працуе з мудрасцю, веданнем і уменнем, аднак павінен пакінуць надзел чалавеку, які над тым не працаваў. І гэта марнасць і вялікае зло. Якая ж карысць будзе чалавеку ад усёй яго працы і клопату сэрца, з якімі ён працуе пад сонцам? Бо ўсе дні ягоныя гэта пакуты, і смутак праца яго. Нават уначы яго сэрца не мае спакою, і гэта марнасць. Гэта Слова Божае. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Ты вертаешь человека у пылы, кажешь, вертайтеся, сыны Адама, бо 1000 годов перед очима Твоими, як день учорашний, який минул, або як одна ночная варта. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Ніби разводимых смываешь, яны становятся ніби ранішній сон, як трава, что расте, раницей цвете и зеленее, а увечері вяне и сохне. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Научи нас так лечить дни наши, как мы здобыли мудрость сердца. Вернися, Пане, кольки ж яще, пошкодуй слухав своих. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Наполни раницу нас своей милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни наши. Нехай прихильность Пана Бога нашего будет над нами, и працу наших рук умацуй справу рук наших. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Браты, калі ж вы воскресли з Христом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христус сядзіць праваруч Бога. Пра тое, што ў вышынях думайце, а не пра зямное, бо вы памерлі, і жыццё ваше схавана з Христом у Богу. Калі ж з'явіцца Христус, жыццё ваше, тады і вы з'явіцеся разам з ім у хвале. Таму зрабіце мёртвымі тое, што зямное ў целе вашым, распусту, нячыстасць, моцнае захапленне, дрэнныя памкненні і хцівасць, якая з'яўляецца ідалапаклонствам. З-за гэтых рэчаў гнеў Божы сыходзіць на сыноў непаслухмянасці, сярод якіх і вы калісьці
сярод іх. Цяпер жа і вы адкіньце гэтае ўсё: гнеў, абурэнне, злосць, блюзнерства, зласлоўе з вуснаў вашых. Не хлусціце адзін аднаму, бо вы знялі з сябе старога чалавека разам з ягоным учынкамі і апрануліся ў новага, які абнаўляецца для пазнання паводле вобраза таго, хто стварыў яго. І тут ужо няма ні Эліна, ні юдэя, ні абразання, ні адсутнасці абразання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні свабоднага, але ўсё і ва ўсім Христус. Гэта Слова Божае. Приглашаю всех деток ближе сюда, кто еще спрятался в костеле. Хорошо. Не все отваживаются прийти. Хорошо. Давайте послушаем, дорогие детки, о чем сегодня хочет Отец нам все рассказать. Очень важную историю. Пан с вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. У той час некто з натовпу сказав Єзусу: «Наставник, скажи брату моему, каб ён подзяліўся со мной спадчынай». Але Езус адказаў яму: «Чалавече, хто паставіў мяне судзіць або раздзяляць вас?» Пры гэтым сказаў ім: «Глядзіце, сцеражыцеся усялякай прагнасці, бо нават калі хтосьці мае дастатак, жыццё яго не залежыць ад ягонай маёмасці». І расказаў ім прыпавесць. У аднаго багатага чалавека добра ўрадзіла поле, і ён разважаў сам на сам: «Што мне зрабіць? Няма куды мне сабраць ураджай мой». І сказаў: «Вось што зраблю. Паламае засекі мае і збудуе большыя, і зберу тады ўсё збожжа маё і ўсё дабро маё, і скажу душе маёй: душа, шмат добра у цябе ляжыць на многія гады. Адпачывай, еш, пі і весяліся». Але Бог сказаў яму: «Неразумны, гэтай жа ноччу забяруць душу тваю ў цябе. Калі ж дастанецца, то каму ж дастанецца тое, што ты нарыхтаваў? Так бывае з тым, хто збірае скарбы сабе, а не перад Богом багацее». Гэта слово Пана. Ну что, как ваши дела? Хорошо. Прекрасно. Вот, Янка, прекрасно. А кто в школу идет или уже ходит? Ты уже ходишь, да? Ты уже 4-й. А знаете, какая у меня есть хорошая новость для вас? Через месяц вам в школу пора возвращаться. Уже ура, вы видите, некоторые радуются, ты не радуешься. Ну, соглашусь с тобой, я тоже не особо был впечатлен, когда надо было после лета идти в школу. Хорошо, ну вопрос сегодня будет про другое. Сегодня поговорим про Евангелие. Да, уроки надо будет делать, опять домашние задания. Ну, давайте поговорим сейчас про Евангелие. Скажите, пожалуйста, вы на что-нибудь собираетесь сейчас? Денежку собираете на что-нибудь сейчас? Что хотите себе купить? Ну, что хотите себе купить? Я в автоматы играть. Телефон. На телефон, на автоматы. Хорошо. Телефон. Ага. Все телефон собирают? Нет, путевку на море. Путевка на море. Ну, хорошо. А что делать надо? Хорошо, смотрите. Вот каждый из нас собирает. А когда вы эту вещь получите, что будете делать дальше? Радоваться. Ну, порадовались вы. А что дальше?
благодарить самого себя, плакать. Ну что еще? Вот у вас уже есть то, что вы насобирали. Вот ваш телефон, путевка, автоматы, все у вас есть. Что дальше? Ну? Пользоваться этим, благодарить Бога. Хорошо. Ну вот он сломался. Что делать дальше? Снова копить. Нести в ремонт. Починить. Починить. Ну, так вы игрались, так поломали, что батарейка вздулась и все. Невозможно теперь восстановить. Будем собирать опять, да, денежку? Будем опять копить. Хорошо. Но смотрите, вот вы накопили, у вас есть ваш телефон заветный, и приходит ваш младший братик или сестричка и говорит: поделись со мной. Поделитесь? Видишь, что уже, если не сломает. Нет, не поделитесь? Поделитесь, да? А если не поделитесь, то что будет делать? Сами будете сидеть? А если придет к маме и папе скажет, и мама такая: доченька, поделись. И ты такой: да, почему я вечно должен делиться? Да? Так будет? Ага. Телефон накопила. Ты накопила на этот телефон, да? Зачем делиться? Зачем делиться? А я заработал. Ты заработал. Но это ваши были деньги? Да? Да или нет? Уже это сомнения пошли. Родительские, да? Хорошо. Почему мы тогда все спрашиваем? В сегодняшнее Евангелие приходит тоже один человек к Иисусу и говорит: Иисус, скажи моему брату, чтобы он поделился со мной наследством. Знаете такое слово наследство? Что такое наследство, знаете? Это когда человек умирает, ему приходит другому человеку наследство. Ну хорошо, да, что-то в этом... Да, что-то приходит, да? То есть, и смотрите, видно, тот брат не хотел поделиться, как и вы говорили. Ведь я же насобирал, это мое. Почему я должен сейчас чем-то делиться, правда? Но, смотрите, Иисус опять же говорит о том, что кто меня поставил над вами судьей, и чтобы я разделял. Но додает очень важные слова потом. Он додает такие слова, что посмотрите, чтобы эти материальные вещи не закрыли перед вами Бога. Смотрите, потом он рассказывает притчу, историю такую, о том, что какой-то богатый фермер насобирал очень много сбожия, да, насобирал много зерна, очень много было. И он стоит и думает, что мне теперь с этим сделать? Как бы вы поступили? Вы насобирали очень много урожая, очень много. Но ты ничего не скушаешь, это нереально скушать. Ну? Продала бы. Продала бы, да? Делала еду. Делала бы еду. Что еще бы сделали, если у вас было очень много было урожая? Часть бы поделилась с соседями. Это очень доброе. Ну? Заготовить их на зиму. Хорошо. Продал бы и купил конфеты. Хорошо. Но смотрите, он сделал так. Сбурю я свои старые амбары. Знаешь, что такое амбар? Это такое большое здание такое, большой крышей высокой такой. Может, видели в фильмах каких-то таких тоже? Такая полукруглый такой амбар, такие здоровенные, да, такие двери еще амбарные. Еще говорят, замок амбарный, да, такой большой. Да? И он говорит: я сборю эти амбары и построю еще больше. Еще большие амбары построю. И все туда спрячу. И скажу: я заработал на всю свою жизнь. Теперь я могу кушать, пить и веселиться. И на что Бог говорит: о, неразумный, глупый, еще этой ночью я потребую твою душу. И кому останется то, что ты насобирал? Как вы понимаете, детки? Кому останется все то, что ты насобирал? Ну? Знакомым, да, вы дословно понимаете. Хорошо, сейчас немножко вам объясню, может даже больше для родителей. Да. Смотрите, дорогие детки, мы очень часто в своей жизни ставим за цели какие-то материальные блага, деньги, там, техника, материальные какие-то вещи, но забываем про Пана Бога. Очень часто так бывает, что мы забываем про Пана Бога. Мы концентрируемся только на том, чтобы только заработать больше. Но забываем про то,
чтобы нам надо учиться делиться. И сегодняшнее Евангелие тоже нам об этом говорит, что мы должны научиться все-таки делиться с кем-то. Да, как этот человек пришел, чтобы эти богатства не закрыли нам глаза на проблемы другого человека. Скажу вам такую историю. Вы, наверное, не будете знать такое имя. Том Манагам. Это такой американский миллионер. Ну, какие вы пиццы любите кушать? Пиццы, да, пиццы. Какие любите пиццы кушать? Грибные и вареная колбаса. Хорошо, да? А название пиццерии знаете какие-нибудь? Додо пицца. Панда пицца. Это все то, что в Лиде находится, да? Домино. Вот, молодец. Том Манагам – это создатель пиццы Домино Пицца. Он очень верующий католик. Доминус Пицца, да, Доминус Пицца. Это создатель этой пиццерии в Америке, Том Манагам. И этот человек очень богатый. У него очень много денег. Он очень занятый человек. Но, что самое интересное, этот человек очень верующий католик. Он каждый день приезжает на Святую Мшу. Каждый день. Он каждый месяц ходит на исповедь. Он ходит тоже в пилигримки. Да, обязательно для него. Каждый год он ходит в пилигримку. И он, дорогие детки, очень много делится. Отдает свои деньги. Он построил очень много католических школ. Построил целые районы. Очень много помогает другим людям. И так далее. Смотрите. Ведь, по сути, он же ведь тоже насобирал много денег, правда? Он ведь тоже мог есть, пить и отдыхать. Но вместо этого для него эти деньги не имеют значения. Он хочет помогать другим людям. Вот что самое главное. Помочь другому человеку. И вы знаете, дорогие детки, мы тоже организовываем перед школой тоже такие контейнеры, когда мы собираем вещи для школы, да, для детей, которые не могут себе позволить. И это тоже наш будет подарок материальный. То есть, что для нас материальные вещи не столь высоко нужны. Нам нужно то, что мы поможем помочь другому человеку. Да, не забывайте, потому что для Бога это ничего не имеет значения. Это все пыль. Все эти материальные вещи – это все пыль. Для Него важно, с каким мы сердцем придем. Есть такая очень красивая картинка, когда человек идет, когда его душу Бог позвал, он идет с чемоданами денег, и ему смерть показывает на мусорку. Выбрасывай. На небе деньги твои не пригодятся. Не твои материальные вещи. Только что твое сердце. Насколько оно было чисто перед Богом. Что ты сделал хорошего. Скольким людям ты помог за всю свою жизнь. Вот это было самое важное. И поэтому сегодняшнее Евангелие нам об этом, дорогие детки, говорит. Чтобы мы не собирали, не копили и не ставили цель в нашей жизни только материальные блага. Да, что вот мой цель моей жизни это телефон, да, либо компьютер, планшет. Это не цель. Это просто вещь, которая мне должна в чем-то помочь, но не может быть целью моей жизни. Цель моей жизни – это попасть в небо. Потому что Бог мне, вам, вашим родителям дал только одно призвание – стать святыми. И к этой святости я всех призываю. Аминь. Мы знаем нашу веру. Веру в единого Бога.
Бог чекає наших щирих молитв, тому праз посредництва Иисуса Христа вознесем до нашего Небесного Отца супольные молитвы. Молимся за святый костел, как он верно вещал людям Евангелие и закликал их на вертание. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Молимся за нашу диецезию, как он заховывающийся едности со своим пастором, и она была верна Пану Богу. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Молимся за тех, кто терпит, за недопохопу любови, как она спознали у своем житии безмежную любовь Бога Отца. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Молимся за детей, які приступили в этом году до первой святой коммунии, как они постоянно поглубляли свою едность с Иисусом Христом. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Молимся за землеробов, нашей отчины, как користаючися пленом их працы, народ оказывал свою повагу и удячность. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Молимся за нас, тут собраных, как мы умели святковать неделю, День Пана, присвящающий наш час Богу и ближним. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Помолимся в здоров'ї, Боже благословенство для Кирила і Ровба, які вчора, дякую Пану Богу за свій день народження, як добрий Бог благословляв йому на кожний день. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Молимся в інтенції Святої Мши, о благости здоров'я, Божим благословенстві, опеки на Святейшей Панны Марии, для Ольги і Вахтер, просячи доброго Бога, о потребних ласк для її на кожний день. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Почуй нас, о Пане, Тебе взкликаем, почуй нас, просим Тебя. Всемогутный Боже, от Тебе походит всякое добро, умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имя, прос Христа, Пана нашего. Отче безволца добрый, Тебе покорно просим, через Твоего Сына, дай нам знак любви
ваша вера принял Бог, Отец Всемогутный. Примем веру Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам, саму Христу Святому. Милосердный Боже, с ласки Твоей святи эти дары, якие мы приносим Тебе в духовную ахвяру, и учеников мы сами стали для Тебе вечным даром, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. Укору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годного и справедливо, слушно и исповедно, как мы завсюди и усюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа на нашего. Бой он святости до грешного человечества народился с Панной Марией, про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому занялами и архангелами и за всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом всеми скликаючи. Святости, тому єдності з усім костьолом, у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес, і спасав на апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Вірите і єжте з гэтага ўсе, бо гэта есть тело моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келіх, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Вірите і пійте з його усі, бо гэта есть келіх крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таемница веры, обещаем смерть Твою, а не Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твою прийстя в хвале.
споживання, хліб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пані, про костел Твой, рассеянный по усім свете, удоскональ його в любові, разом з папом нашим Левоном, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про усіх, хто у Твоєї ласки дійшов з гэтага світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел житті вечным, у єдності з Найсвятейшою Богородицей Панной Марией, со святым Юсифом и Ебранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Божойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи споведные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святым будь имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, но избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всього злога, да ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костелу Твоего, и будь ласкаво згодно з Твоєю волей, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Ранку Божий, який береш на себе,
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Ягоною. Пані, не варте, каб ти вошел до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
чуецца голас, з ветрам лісце гудзе і пяе. Серце шепча, як спеючы голас, гэта горы, пакрытыя мхом, гэта рэкі, што поўняцца пенай, гэта бераг з гарачым пяском, гэта сонца зорачнай зменай. Божа мой, гэта ты, гэта ты. Я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю ў цішы, і ў дарозе кагосьці вітаю. Божа мой, гэта ты, гэта ты. Я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю ў цішы, і ў дарозе кагосьці вітаю. Молимся. Боже наш Отче, отуляй неспинною опекою усіх, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмовляй им свое, да помозе, и учини годными вечного сповления, праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсафа, чоловіка до віру, який піклувався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам этому дитяті предвизначив. Амен. Послухаємо душпастерські об'яви. Святый Ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы панядзелак каралевы веравызнаўцаў, аўторак Маці Христовай, серада звеставання Пана, чацвер Маці Божай Тройчы Прадзіўнай, пятніца каралева набожных школ, субота каралева супакою. Детки, у вас классная беседа, давайте немножко послушаем, хорошо? Неделя королева апостолов. Интенция на месяц жнивень. У интенции разбитых сем'яў і зняволеных праз залежнасць алкагалізму, абцвярозасці ў грамадстве, а праз развію в парафіі пастырскай дзейнасці для ратавання залежных асобаў ад залежнасці і дрэнных прывычак. У гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 4 жніўня успамін святога Яна Марі Вінея, прэзбітера і апекуна святароў. 5 жніўня ўспамін свяцейшай Паны Марыі Кангрэгацкай, альбо Снежнай. 6 жніўня свята перамянення Пана, святая мша у нашым касцёле, як у звычайны дзень на гадзіне 8, у 9:30 і 18:30. У Ваверцы парафіяльны адпуст. 7 жніўня першы чацвер месяца, малітва аб новым пакліканнях і да Божай службы, і ў 17:30 будзе малітва аб святарскіх, манаскіх і місійных пакліканнях. 8 жніўня ўспамін святога Дамініка, святара. 9 жніўня свята святой Тэрэсы Бенедыкты ад крыжа, Эдыты Штайн, панны і мучаніцы, апекункі Еўропы. У днях з 18 по 24 жніўня пры нашай парафіі адбудзецца канікулы з Богам, адпачынак пры парафіі. Дзеці праводзяць больш паловы дня пры касцёле. Цікавыя гульні і забавы на свежым паветры, спеў, малітвы і заняткі ў групах і яшчэ шмат розных цікавых рэчаў. Больш падрабязны план дня будзе вывешаны пазней, таму цяпер ужо сардэчна запрашаем дзетак на гэты адпачынак. Шчыра дзякуем усіх за супольную малітву, за складзенае ахвяраванне і за усялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяраваў кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Няхай вас, добры Бог, узнагародзіць, даручаем усіх вас і вашай сем'і Езусу міласэрнаму пра заступніцтва Маці Божай Лідскай, таму на дзень дзейшый, на сённяшні дзень, на тыдзень працы, абавязкаў прыміце Божае благаслаўленне.
Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie z upokoju Chrysta. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.